Хабиль. Хабиль. Крымско-татарской национальной музыкой встречают участников и гостей конференции. Регистрация и последние приготовления. Перед началом конференции у гостей и участников мероприятия есть возможность ознакомиться с фотовыставкой на кадрах «Жизнь крымско-татарского народа сегодня на своей родине в Крыму». Дни крымско-татарской культуры при участии диаспоры крымских татар в Турции проходят с 2018 года. Как отметил заместитель постоянного представителя республики при президенте Российской Федерации Михаил Соломенцев, мероприятие не носит политический характер. Основная цель – рассказать соотечественникам правду о жизни крымских татар на полуострове. Очень не хватает местным крымским татарам реально знания того, что делается в Крыму. А очень много сделано, об этом сегодня каждый выступающий рассказывает. С приветственным словом от имени Сергея Аксенова выступил его советник Эрвин Мусаев. По его мнению, сегодня крымско-татарский народ может стать связующим звеном в экономических и культурных отношениях России и Турции. Мы подняли вопрос о необходимости возобновить паромное авиасообщение. Вся инфраструктура Республики Крым к этому готова, и она будет способствовать усилению экономических связей между нашими государствами. А крымские татары выступят объединяющим звеном в этих экономических отношениях. В рамках форума участникам был представлен доклад о функционировании крымско-татарского языка как государственного на территории республики. Кроме того, делегация рассказала о развитии культуры, образования и национальных СМИ. Как подчеркнула генеральный директор телеканала «Миллет» и радио «Ватан Седасы» Лиля Виджатова, важно, что сегодня крымские татары, которые живут на своей родине, могут лично рассказывать своим соотечественникам по всему миру об изменениях в республике. Для нас большая честь выступать здесь. Я представила доклад о развитии АНО ГТРК, «Миллет» и радио «Ватан Седасы», слушала доклады коллег, участников крымской делегации. Хорошие доклады, и чувствуется, что крымчанам, крымским татарам сегодня есть что говорить. И мы сегодня рассказали, как изменилась жизнь в российском Крыму. Очень много улучшений в различных сферах. И мы надеемся, что постепенно такими шагами мы прорвем информационную блокаду. Связи между Турцией и Крымом всегда были крепкие. Сегодня, несмотря на информационные блокады, продолжается работа над их укреплением. Я думаю, что те связи инфраструктурные, логистические связи, которые сегодня мы можем отработать, послужат таким обоюдным приоритетом для наших стран. И Крым в этом отношении, конечно же, является такой зоной, которая могла бы удовлетворить обе стороны. Представители муфтиата Крыма пригласили крымских татар из Турции на открытие соборной мечети, строительство которой мусульмане полуострова ждали более 20 лет. Мы сегодня имеем уникальную возможность выступать на этих площадках и говорить всю ту правду, которая происходит сегодня в Крыму, в каком положении сегодня находятся крымские мусульмане, что строится большая соборная мечеть, и работают наши мечети, медресе, и молодежь имеет возможность получать религиозное образование. Несмотря на все экономические санкции, информационные блокады, сотрудничество Турции с Крымом продолжается. Крымско-татарская диаспора рассказывает делегации из Крыма, каково это жить в Турции. Для нас очень важно поддерживать такие отношения. Крымско-татарская культура на полуострове активно развивается. Театры, музеи, дворцы становятся точкой притяжения для тысяч туристов. Крымско-татарский народ бережно хранит свои традиции. Коллектив Крымско-татарского театра неоднократно был в Турции. И я надеюсь, что далее мы продолжим эти традиции. Мы очень счастливы и рады выступать сегодня здесь. Директор Русского центра культуры и науки отметил, большая радость принимать такую делегацию. Для нас большая честь принимать такое мероприятие в Русском доме. Крымско-татарская культура для Турции не является чужой. Здесь очень много крымских татар проживает. И для них, наверное, было бы очень интересно ознакомиться с тем, как развивается культура крымско-татарского народа сейчас в Крыму. Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что форум в Турции докажет Украине отсутствие притеснений крымско-татарского народа на полуострове. Второй день форума завершился выступлением артистов Крымско-татарского академического музыкально-драматического театра. Завтра участников делегации ожидает экскурсия по столице Турции. Фатима Ягеева, Рамазан Алибабов, Анкара, специально для телеканала «Миллет».